Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем об убийстве таксиста в Высокогорском районе Татарстана. Было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде 7 ножевых ранений. Преступление раскрыли за 2 дня. Слишком много энергоемкой техники. Еще обогревательная нагрузка. Вот и, пожалуйста, нагрузка, перегруз и все. Причины пожара в доме на улице Лукина его жители увидели в самих себе. А также права есть давно, но ездить стал совсем недавно. Я должен был уступать по логике вещей. Я виноват. Опыт аварийного вождения – это и не только прямо сейчас. Полицейские Татарстана раскрыли громкое убийство таксиста в Высокогорском районе. Подозреваемый 26-летний житель Волжска. Как считают следователи, молодой человек ехал вместе со своей подругой развлечься. Проезжая село Шигали, он поссорился с водителем, после чего взялся за нож. Избавившись от человека, он взял чужой автомобиль и попал в аварию в Зеленодольском районе. Обо всем по порядку репортаж Айрата Назипова. То есть соседи даже не говорили, не слышали? О громком преступлении жители села Шигали, у которого произошло убийство, не слышали и не знали. Все произошло за считанные минуты возле лесопосадки. Свидетелей не было. Как считает следствие, все началось с желания 26-летнего жителя Волжска развеяться. Вечером он вызвал такси через приложение и поехал в гости к подруге на Мамадышский тракт. Желание повеселиться усилилось, и молодые люди поехали искать приключения. Пункт назначения выбирали долго. В итоге поехали в направлении села Шигали с тем же таксистом. Дальше дело приняло совсем неожиданный поворот. По пути в Шигали девушка просила остановить машину. Она вышла в лесопосадку, а когда вернулась, увидел, как ее молодой человек наносит многочисленные ножевые ранения таксисту. Увиденное ее сильно шокировало, и она закричала. Видимо, это помогло водителю вырваться и убежать вглубь леса. Мужчина получил 7 ножевых ранений в область грудной клетки и скончался в лесном массиве. Его тело обнаружили через день. Злоумышленник посадил напуганную подругу в машину таксиста и отвез в Волжск. Девушке удалось сбежать от злоумышленника, и когда она приехала в город Казань, то сразу позвонила в полицию, рассказала о случившемся. В этот момент злоумышленник, увидев, что его подруга сбежала, он на машине потерпевшего стал добираться до Казани, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил по дороге дорожно-транспортное происшествие, машина перевернулась, и добирался до Казани он уже на такси. Молодой человек приехал следом за девушкой к ней домой, а спустя пару минут к ней присоединились полицейские, которые и задержали подозреваемого. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Кроме этого, полицейские установили, что несколькими днями ранее он похитил золотую цепочку, браслет и телефон у своего знакомого. Подозреваемый во всем сознался. Как оказалось, он уже был судим. Сегодня Высокогорский районный суд вынес ему меру пресечения и отправил под арест на 2 месяца. Там он пробудет как минимум до 19 ноября. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из домов на улице Лукина. Возгорание произошло в электрическом щитке. По версии самих жителей дома, все произошло из-за перегрузки электропроводки. Жители успели среагировать и вызвать спасателей, но прибывшая на место пожарная группа не смогла сразу приступить к тушению. Почему, расскажет Зарина Ахметова. Долго дозвониться не могли. Ну как долго? Минуты 3 точно, если не больше. 4, да, ждите ответа, если не больше, мы за это время успели одеться, взяли документы, тут уже взрывы пошли. Женщина, которая первой обнаружила возгорание, рассказывает, спасателей вызвала не сразу. Поначалу запаха гари не чувствовала, но когда в квартире отключилось электричество, решила проверить, есть ли свет в подъезде. Там и увидела полыхающий электрический щиток. Собралась, позвонила пожарным и предупредила соседей. У нас группа своя, придомовая. Я читаю на телефоне, в 5-м подъезде пожар. Выходите, чьи машины. Весь подъезд эвакуировался моментально еще до приезда пожарных, и жители начали делиться своими версиями происходящего. Микроволновки, печи, каждая квартира, вот, допустим, хотя бы по одной микроволновке, по одному тефалю, там стиральные машины. Компьютеры, холодильники, все. Да, ну компьютеры. Сейчас все обогревательные. Еще обогревательная нагрузка. Вот и, пожалуйста, нагрузка, перегруз и все. Спасатели прибыли на место спустя несколько минут после вызова, но здесь их ждала проблема – припаркованные автомобили. Места для проезда спецтехники не осталось. Не могли пожарные подъехать к подъезду. А подъехать, около там первого подъезда машины, и около 7-го встали, здесь. и никто выйти не смог. Хотя по голосовому сообщению я сообщала всем.
Из-за потерянного времени пламя перешло на щитовую этажом выше, но, растянув рукава, спасатели справились с открытым огнем в считанные минуты. Физически от возгорания никто не пострадал, но в комфорте потерял весь дом. Ответить на вопрос, когда же появится электричество, жильцам никто не может. Зарина Ахметова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. На перекрестке улиц Декабристов и Воровского 20-летний молодой человек, управляющий «Ладой», проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с внедорожником «Саньонг». От удара отечественный автомобиль развернул на 180 градусов, корейскую иномарку выбросило с дороги на газон. Все подробности у Рамиля Галиуллина. Я ехала прямо, а он стоял на развороте. Он не заметил, что красный. Автоледи, управлявшая корейским внедорожником, рассказывает, что поздним вечером возвращалась домой с работы. На перекрестке улиц Декабристов и Воровского практически не было автомобилей. Навстречу двигалась только «Лада Веста». Девушка проехала перекресток на зеленый, но водитель отечественного автомобиля, поворачивая налево, почему-то решил не пропускать внедорожник. После столкновения «Ладу» развернул на 180 градусов, а «Саньонг» выбросил с дороги на газон. На красный, что ли, проезжали? Не хочу отвечать. Молодой человек не стал комментировать произошедшее. Участники остались на месте дожидаться автоинспекторов. Самим добраться до центра оформления ДТП им не удалось. От сильных повреждений «Лада» покинуть место столкновения сможет только при помощи эвакуатора. Рамиль Галиуллин, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Отвлекся от дороги и протаранил два автомобиля. На улице Фучика водитель Kia Sportage не заметил, как впереди идущий поток остановился на красный сигнал светофора и на полном ходу въехал в заднюю часть Chery Tiggo. От удара китайскую иномарку отбросило на Renault Captur. Удар был такой силы, что некоторые автомобили больше не смогли передвигаться. Матвей Опросин далее. Пробка была, что ли? Затруднено движение? Красный светофор. Такая пробка была. Водитель «Рено» двигался по улице Фучика. Подъехав к перекрестку с Ломжинской, остановился на запрещающий сигнал светофора. Рассказывает, прошло буквально 10 секунд, и он почувствовал удар сзади. Его протаранило Chery Tiggo. Нет, уже стояли. Но я почти остановился там. У меня буквально 0,1 километр. Но, со слов водителя китайской иномарки, он успел остановиться перед «Рено». Сначала в него въехала Kia Sportage, только потом Chery отбросила на Captur. Как получилось, не расскажете? Вечерний усталость еще. Прибывшие на место автоинспекторы с высокой долей вероятности признают виновным водителя корейской иномарки. Матвей Опросин, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Два автомобиля такси столкнулись утром на развязке на улице Академика Сахарова. Kia Rio въехала в бок Renault, после чего последний автомобиль выбросила с дороги и откинула в столб. Прибывшие медики оказали помощь водителю Логана. Мужчине перебинтовали голову, его автомобиль покинул место происшествия на эвакуаторе. Примерно в это же время на пересечении улицы Арбузова и Журналистов столкнулись Toyota Camry и Lada Granta. После удара отечественный автомобиль выбросило на газон, при этом он едва не залетел на трамвайные пути. Водитель иномарки отметил, что выехал на перекресток с улицы Журналистов на разрешающий сигнал светофора. Свою правоту он намерен доказывать с помощью видеорегистратора. Hyundai и Lada 15 модели столкнулись на пересечении улиц Белинского и Тецовской. Иномарку в результате удара отбросило на придорожное ограждение. Несмотря на сильные повреждения автомобилей, люди в аварии не пострадали. Кто виноват в произошедшем, знает Ленар Гинатуллин. Ну да, я думал, мне дорогу уступят, не уступили. Водитель иномарки рассказал, ехал по улице Тецовская, когда неожиданно перед ним появилась «Лада» 15 модели. Ну, удар хороший был, да. В результате иномарку отбросило в ограждение. Несмотря на сильные повреждения машин, участники, к счастью, отделались лишь испугом. 21-летний водитель отечественного автомобиля свою вину отрицать не стал, но предположил, что и второй участник мог постараться избежать столкновения. Не поняли друг друга. Я должен был уступать по логике вещей. Я виноват. Молодой человек признался, что управлял транспортным средством всего 2 месяца, и эта авария – прямой результат его неопытности. Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.